Здравствуйте, уважаемые телезрители! В преддверии Международного дня студента мы решили посетить студенческий центр при Абхазском государственном университете, который был открыт весной этого года. За это короткое время он успел уже стать популярным и востребованным у тех, кто учится в университете. Инициатива открытия этого центра принадлежит нескольким друзьям, проект которых был поддержан и профинансирован в рамках программ развития ООН. Отрадно отметить, что это не первый случай сотрудничества программ развития ООН с Абхазским государственным университетом. Сегодня мы имеем возможность подробнее познакомиться с работой студенческого центра, узнать, чем он может быть полезен людям, которые здесь работают, и вообще, какие проекты он осуществляет. Около 2 лет назад программа развития ООН пригласила нас на тренинги по написанию проектов. Нужно было написать проект для Абхазского государственного университета. Нас было около 20 человек, и в итоге было написано 3 проекта. Прошел проект студцентра. На самом деле он был написан не нами, но реализовали в конце концов его мы. Сначала нам было, наверное, немного сложно представить, как это будет выглядеть, но нас поддержало руководство университета, выделили аудиторию, также пригласили дизайнера Соломею Кабахия, и она показала нам проект данного помещения. Нам он очень понравился, потому что тут было много ярких цветов, были пуфики, и мы даже, когда реализовывался проект, мы помогали красить стены, вешать все, и, наверное, этот процесс был очень приятный для нас. С самого начала она задала нам вопрос, мы хотим яркое помещение или нет. Мы, естественно, ответили да, что мы хотим яркие краски, и она выбрала желтый цвет, цвет веселья, возможно, и горы, наверное, стремление к каким-то высотам для достижения цели. У Влады Псарди недавно возникла идея буккроссинга. Он очень популярен во всем мире. Это когда человек прочитал книгу, но хочет почитать новую, а у него нет возможности взять ее в библиотеке, либо купить ее, либо неудобно читать электронно. И поэтому он может принести эту книгу в студенческий центр и забрать любую другую. Ну, вот. Идея получила отклик? Ну, да. Что у вас там? Покажите, чем у нас тут есть Стивен Кинг, мордвазованная, есть Баграт Шинкба, избранная, Дермит Гуля и Ричард Мя. Да, я вижу тут еще Теодор Драйзер, да, у вас? Да, есть Чарльз Диккенс. Многие книги забрали, пока еще не вернули, надеюсь, что вернут. Но так как они оставили свои книги, думаю, что это более ответственно, наверное, мы надеемся, что получит большую популярность. А эту идею продвигаете через Инстаграм? Да, продвигаем, призываем всех приходить, забирать книги. А вот интересно, по поводу учебников, есть ли у вас какая-то возможность приобретать здесь, вот какая-то библиотека, вот как с этим обстоит? Библиотека есть в университете, да, мы можем ходить туда и брать, но это на определенный период времени, а тут вы можете забрать на месяц, на 2, на сколько ходить, никто не будет следить за этим, можно сказать. Ну, мы надеемся на ответственность студентов. И с самого начала мы здесь планировали проводить мероприятия, внеакадемические мероприятия после АГУ, чтобы студенты собирались, слушали интерактивные лекции, приходили на встречи, может, на какие-то интеллектуальные игры, чтобы студентам было интересно проводить здесь время вне АГУ. Но потом, после того, как открылся студенческий центр, тут также проводятся лекции. Если, например, кому-то нужен проектор, то они могут прийти сюда и провести лекцию. Например, у нас тут проходят лекции испанского языка. Нам очень приятно находиться в такой атмосфере, потому что эти желтые стены все располагают на какую-то дружескую обстановку, и легче проводить презентации. И кроме этого, тут у нас вот юридический факультет проводит политологию 1 раз в неделю, экономический факультет тоже. Если какие-то презентации по языкам, то тут можно проводить.
При создании такой площадки первая идея являлась создание отдыха для студентов. Именно эта первостепенная идея являлась, но в процессе мы решили реализовать и возможность встречи между студентами и выдающимися личностями. Но на данный момент, реализовав вторую задачу, мы не смогли реализовать первую задачу. И это является первостепенной нашей задачей сейчас. Мы хотим создать некое пространство, где студенты смогли прийти отдохнуть, сыграть в настольные игры, которые сейчас очень развиваются в Абхазии, и интеллектуальные игры, конечно же, на студенческом центре также будут присутствовать. Именно вот эта сейчас задача просто у нас является приоритетной. Что касается учебы, то здесь, безусловно, он помогает в плане взаимоотношения между студентами, лекторами и также нашими гостями. Именно вот в плане только такого взаимоотношения. Мы не, да, интерактивного общения, только в плане этого. А так мы не определяли тут центр как площадка для лекций или чего-то. Это была свободная площадка для взаимоотношений между людьми. Также мы организовываем мероприятия, в основном это встречи с интересными людьми. Этих людей выбирает наша команда, ну, тех людей, которые интересны нам, к сожалению, и которых мы можем позвать, попросить, чтобы они сюда пришли и рассказали о своей работе. Первым нашим спикером был Дауд Логуа, абхазский режиссер. Он рассказывал про свою учебу в Италии, это было очень интересно. И он также рассказывал про свою работу, показал свою новеллу и вообще свои работы. К сожалению, пришло мало человек, около 10 человек было, но это было наше первое мероприятие, и нам понравилось то, что все, кто пришел, мы никого не заставляли сюда приходить, все были заинтересованы, они задавали вопросы, и беседа была очень интерактивной, интересной, и нам это очень понравилось, и уже с начала этого учебного года у нас тут было проведено 3 встречи. Это Матец Квитари, он выпускник отделения международные отношения, он рассказывал про теорию управления. В основном пришли международники, им это было интереснее. Также у нас тут был Тамаза Блоти, он рассказывал... Лекция бодибилдера, да? Да, бодибилдер. Мы написали ему в Инстаграме, он откликнулся и рассказал нам о спорте, о здоровом образе жизни, о правильном питании. Было очень много заинтересованных ребят, и не только, так как у нас в основном мы рекламируем наши мероприятия через Инстаграм, мы также проводим прямые эфиры, очень много было подключений, многие задавали вопросы, и нам, конечно, это было очень приятно. И последняя лекция была Азамат Асмыр, он руководитель отдела интернет-маркетинга Amobile. Он рассказывал про свою работу, и самое интересное было то, что в конце он искал себе сотрудника в свой отдел, и не знаю, но несколько ребят, они отправили ему свои анкеты, резюме, ждут ответа, пока не поступил, но многие заинтересовались, также и пришли сюда. Есть основные направления, по которым мы занимаемся у себя на факультетах, но хотелось бы, чтобы эта живая студенческая жизнь, о которой нам рассказывали наши родители, она все-таки была в АГУ, сейчас она так не чувствуется. И вот главная цель студенческого центра, наверное, повысить ее уровень. Мы в данный момент, главной целью, наверное, является, чтобы сами студенты приходили к нам в студенческий центр, рассказывали о своих идеях. У нас много факультетов, факультет живописи, они могли бы приглашать различных художников, к нам приезжали художники со Швейцарии, мы могли бы предложить им свою площадку, чтобы они рассказали, например, им о своих идеях, о своих планах. Сами пока на данном этапе такой активности не прослеживается, мы сами пока занимаемся этим, надеемся, что в дальнейшем это будут делать уже сами студенты с различных факультетов.
У нас различные идеи, например, относительно экономического факультета мы хотим пригласить ведущих предпринимателей в Республике Абхазия. Мы хотим, чтобы они рассказали, какие потенциальные рынки сбыта у нас есть, какие приоритетные направления, куда бы они нам посоветовали бы, как студентам, чем нам заняться. Ну и, впрочем, мы еще хотели пригласить Тенгиза Тарба, чтобы он рассказал нам о культуре поведения в горах. Расскажите, как вы туда попали? Насколько я понимаю, организаторами и вот поездки была программа развития ООН, так они плодотворно сотрудничали с университетом. Расскажите об этой поездке, что там было. Сама программа поездки называлась «Агрономия и аграрные технологии». Поездка проходила в рамках совместной программы Европейского Союза и ПРООН по развитию сельских территорий. О поездке мы узнали от нашего деканата, то есть сотрудники ПРООН обратились в деканат и попросили предоставить списки активных студентов, которые были бы заинтересованы поехать. И именно так нас посоветовал, получается, наш деканат. То есть это экономически? Нет, всего в поездке участвовало 14 человек, из них 8 студентов экономического факультета, 4 студентов агроинженерного факультета и 2 преподавателей. И что там было? Мы находились в Израиле 6 дней, с 28 октября по 2 ноября. Программа поездки была очень насыщенной, как ее академическая, так и культурная часть. После прилета в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве сразу же в первый же день мы отправились в Иерусалим. С этого началась наша культурная программа. Нам очень интересно рассказали о культуре, о достопримечательностях Иерусалима. И уже после этого на второй же день началась академическая программа. В первый день мы посетили частные предприятия, фермы, экспериментальные именно фермы, которые занимаются тем, что они стараются адаптировать почву, которая абсолютно неблагоприятна для выращивания, под любые виды сельскохозяйственной продукции. То есть агрономы-эксперты, они при помощи различных удобрений и развитых технологий, они стараются адаптировать почву под выращивание в ней продукции. Влада, вы изучили очень подробно, да? Да, политику, именно, можно да, так сказать, очень. Израиля. А какие вы сделали для себя выводы? Что вы сравнивали? Вот это интересно. Вывод, во-первых, в том, наверное, что у нас со всеми нашими условиями замечательными, которые у нас есть, мы ими практически не пользуемся. И, наверное, это их старание что-то сделать, развить, и мы должны это именно перенять, мне кажется. Презентация, подобная той, которая была сегодня, с различных поездок, в том числе образовательных, они бывали у вас или это был первый опыт? С различных поездок это первая лекция, когда тут присутствовало и руководство университета, и студенты, и также представители ПРООН. Но так просто ребята, если они хотят тут провести какие-то свои тренинги, встречи, они тут могут проводить, мы предоставляем помещение, просто нам нужен ответственный человек, который будет следить за чистотой, за техникой, чтобы мы могли доверять этому человеку. Так просто тренинги, встречи тоже могут. Скажите, пожалуйста, воспользоваться этим центром кто может и при каких условиях? Желательно, конечно, чтобы здесь присутствовали студенты, потому что это студенческий центр. Например, если с какой-то организации люди хотят здесь провести тренинг, рассказать о своей работе, либо просто позвать студентов для того, чтобы они поучаствовали в мастер-классе, скажем, то они нам пишут, звонят, мы предоставляем им помещение на какое-то определенное время. Желательно, чтобы это было после лекции, но если руководство университета разрешает, то во время лекции тут могут проводиться мастер-классы. И
и если сами студенты, например, они готовятся к какой-то олимпиаде с экономического факультета, ребята готовились к олимпиаде в Москве, и они проводили свои тренировки у нас в студцентре после занятий. Они попросили, и мы отдали ключи, они могли быть сами. Мы стараемся развивать нашу страничку в Инстаграм, выкладываем туда различную информацию для того, чтобы наши студенты могли прочитать, для себя что-то выбрать, прийти на наше какое-то мероприятие, извлечь для себя какую-то информацию, новость какую-нибудь. И мы думаем, мы хорошо с этим справляемся, так как у нас вот от 10 до 40 человек уже собирается, и мы работаем здесь, на данной площадке, и это как-то радует нас, потому что наша работа проделана была не зря. То, что мы клеили обои, делали все вот эти вот моменты. То есть сами помогали? Мы, конечно, помогали Соломее воплощать ее идею в жизнь. И когда к нам заходят и говорят: ой, как у вас красиво, нам это очень приятно, так как мы участвовали в этом всем, мы писали этот проект, воплотили его, и нам очень приятно, когда такой вот возглас. Мы благодарны администрации нашего университета во главе с Чеги Медеей Николаевной и организации UNDP за предоставленные возможности. О чем вы мечтаете, чего не хватает университету и какие вот вы видите перспективы? С самого начала, как я уже говорила, этот проект был не нашим. Мы писали проект о создании лаунж-зоны, беседки на улице, для того, чтобы студенты во время перемены могли спускаться, сидеть, проводить интересное время, чтобы там были какие-то настольные игры, возможно. И мы хотели, чтобы этот проект прошел, к сожалению, он не прошел. Наверное, это мечта, чтобы была какая-то площадка не внутри университета, может быть, на улице. Ну, во-первых, это возможность увидеть что-то новое, расширить свой кругозор. Это очень важно, потому что, возьмем Израиль, в пример, это настолько технологически развитая страна, что, мне кажется, после посещения таких стран есть стимул что-то делать, есть какая-то мотивация. И, ну, во-первых, скорее всего, это также опыт, которым они поделились с нами. Есть определенные моменты, которые мы могли бы применить у себя. С нами было много ребят с агроинженерного факультета, это вот конкретно их специфика, да, и я думаю, через некоторое время, когда они уже начнут работать, возможно, они что-то смогут применить. Такой была наша встреча с ребятами, которые организовали студенческий центр в Абхазском государственном университете. Ребята, мы желаем вам удачи во всех ваших делах и проектах. Ну а мы с вами на этом прощаемся, но ищем для вас новых героев. До новых встреч в эфире.